Эрдем Самена. Самена. Эрдем Лама, а можно ли сказать, что перерождение собакой считается хуже, чем человеком? Ведь многие собаки проживают свою жизнь в гораздо более комфортных и благоприятных условиях, чем люди. Ну, ведь не только условия обусловлены же. Ну, допустим, собака родилась, вот, живет лучше, чем человек, но она не прыгнет выше крыши, скажем, выше своего уровня. Все. Коим образом, даже если самые благоприятные условия, там будет 50 человек, там что-то ухаживать за этой собакой, это все ограничено. Она не способна осознавать, в чем причина возникновения этой радости, в чем сущность возникновения, каким образом создавать причины для возникновения этой радости и счастья, и каким образом возникают страдания, в чем причины, суть возникновения страданий, каким образом убрать эти страдания. Она не способна этого достичь никоим образом, даже хоть какие бы внешние условия не были бы. Человек же в этом плане совершенно отличный. Даже несмотря на какие-то очень тяжелые состояния, у него есть интеллект, вот этот ум, и он способен развиваться и способен достичь. Были случаи, когда из самых низов вырастали до самых высот. То есть потенциал человека не ограничен ничем. У собаки оно ограничено уже рождением. Все. Но по факту получается лучше прожить собакой в хороших условиях, чем человеком в плохих условиях. Ну, там тоже не факт. Если уже заранее знать, какая жизнь будет у человека. Никто этого не знает, с одной стороны, это раз. Во-вторых, не знаю, я не думаю, что внешние условия это есть все и благо. В некотором случае, если человек, вот даже проживая, скажем, в не очень хороших таких благоприятных условиях, но внутренне развит и счастлив, все для него это. Невозможно внешними какими-то материальными объектами принести внутреннее счастье и покой и радость. Это невозможно. Просто-напросто. И собака в этом случае все ограничена. Я бы в любом случае не хотел бы, даже с огромными медалями, которые будут стелиться за мной на 3 метра рождаться, потому что это все ограничение возможностей. Понятно. Эрдем Лама, а можно ли сказать, что всем людям, которые родились раньше 6 века до нашей эры, крупно не повезло? Ведь тогда еще не было буддизма. Ну, существовал буддизм, имеет цикличность. До прихода Будды Шакьямуни не был первым Буддой Шакьямуни, до него был другой Будда. То есть в 9 веке, допустим, или какие-нибудь древние египтяне, у них-то, получается, они же того предыдущего Будду еще не знали? Ну, здесь во временном расположении нам же неизвестно, что было ранее, поэтому стопроцентно утверждать, что там было хуже, и они были обделены, чем после прихода Будды, смотря с какой позиции тоже смотреть, очень странно. Думаю, все равно были какие-то и учения были, и верования были, и были те учения, которые помогали человеку развиваться. Очень сложно сказать однозначно. Слышит ли Будда, когда мы его о чем-нибудь просим? Слышит. А помогает ли он? Ну, смотрите, мы в случае Будды, и в нашем случае, у нас нет кармической связи с Буддами, чтобы от них получать учение. Поэтому мы просим учителей или буддистов оставаться в колесе сансари и вращать колесо сансари, колесо учения вращать, давать нам знания. Будда Шакьямуни недаром сказал, что водою я не могу смыть с вас никаких скверн, не могу с вас снять. Все, что он накопил в практике пути, вот его достижения, осознавание, понимание, вот это достижение пути, я никоим образом вам не могу передать, вы не можете получить. Единственная помощь, какую я могу вам оказать, это показать метод или путь, по которому я шел, и по которому вы можете идти и достичь этого состояния. То есть здесь все изложено. То есть наибольшую пользу, которую будет оказывать, это оказание вот этой помощи, знаний. Идти по этому пути, развиваться таким же образом, избавляться от страданий или не идти, здесь уже наш выбор. Ждать, что мы там Будду просим, миллион бросьте нам сверху, материальный миллион бросить, согласитесь, это немного смешно, конечно. Мы сами являемся тем, кто сможет создать причины и условия для возникновения того, чего мы желаем. Но почему иногда бывает, что Будда нас слышит, но ничего не делает обратно? Или ему не это надо таким образом делать? уже, что никакой водой не смыть скверну наших проступков. Понятно. То есть мы сами ответственны в этом плане. Будда помочь нам ничем, получается, не может. В этом случае Будда может оказать как помощь, знание, оказать как небольшие препятствия убрать, но основная вот эта функция все же зависит от нас. За нас никто не сделает. Это все равно, что просить Будду за нас покушать и быть сытым. Понятно. Нет, он не сможет за нас покушать. Эрдем Лама, надо ли проявлять уважение и любовь к растениям и деревьям?
Или же, несмотря на их размеры, их сложно отнести к живым существам? Растения не относятся к животному миру, не относятся. Они не считаются живыми. Хотя в практике философии буддизма велись дебаты о том, что растение обладает сознанием, потому что ночью так закрывается и засыпает. Велись. Но потом я видел, что все-таки растение не обладает сознанием. Вообще живое существо означает от того, чтобы обладающее умом, сэмджан говорят, то есть обладающие умом, разумом, ну или обладающие вот этой тонким сознанием. Но есть ли что-то греховное в вырубке растений? Единственное, в вырубке растения очень греховное в том, что при этом мы нарушаем экобаланс. Совершение негативного, греховного действия выражается тем, что причинение вреда живым существам. Если же растения не относятся к живым существам, то есть совершение, убив там, срубив дерево, негатив не совершается. Не накопится. Нет. Отлично. Есть ли что-то плохое в носке элитных меховых изделий из песца, норки, шиншиллы, кролика, а также бобра? Или же грех лежит только на тех людях, которые убивают этих зверьков? Нет, он равномерно распространяется на всех. Некоторые люди говорили, что они буддисты, я буддист, мне нельзя убивать, поэтому вызывал соседа, говорит, вон того барашка мне прибей, пожалуйста, мясо хочется. В этом случае грех убийства в равной степени на них обоих изложится. То есть, получается, когда мы, допустим, песцовую шубу одеваем, это не есть хорошо с точки зрения Не есть буддизма? хорошо, и употребление мяса также не есть хорошо, но мы употребляем мясо и носим шубу. Ну, это стараться, конечно, от этого ограничивать себя. Ясно. Следующий Будда будет азиатской национальности, или он может быть, к примеру, арабом или англичанином? Да, ну, по некоторым писаниям все-таки Будда, следующий Будда или Будда в некотором тексте я встречал, что рождается в Лумбине. В Индии, то есть в Непале? Ну, в Непале сейчас. Непале родился. Родится ли он там арабом или кем-то в другой семье, не сказано. Ну да, ведь он может в каких-нибудь в посольстве родиться. Да, всяко может. Понятно. Эрдан Лама, можно ли разбогатеть на буддизме? Или же буддизм — это путь бедных? Ну, знаете, если вообще буддизм ведут к освобождению. Любое накопление состояния или все прочее, оно приводит к тому, что человек становится привязанным, вызывает одну привязанность за другим, и это приводит к цикличности рождения, что идет в противоречие с основным постулатом отречения, выхода из круговорота рождения, выхода из страданий. Поэтому, если кто-то путем буддизма обогащается, наживается на этом, накапливает огромные деньги и все прочее, то в этом случае, в моем понимании, немного отошли от сути учения буддизма. Здесь не говорится, что буддисты должны быть бедными, нет. Здесь совершенно не Можно говорится. быть богатыми. Можно быть богатым. Можно. Самое главное, ведь суть не в том, что богат или беден, суть в том, что насколько человек он хороший человек, то есть насколько не совершает негативные действия по отношению к другим живым существам. Если же эти накопления можно и праведным трудом, как говорится, накопить и при этом остаться честным, а все же в силу меры помогать другим живым, это нормально. Поэтому здесь само богатство как отрицательный фактор не играет роль. Эрдан Лама, вы как-то говорили об одном из 10 неблагих деяний — это бесполезные занятия. А можно ли отнести к числу бесполезных занятий просмотр матчей английской футбольной премьер-лиги? Думаю, да. Потому что вот туда относилось не просто бесполезно, а говорилось пустословие. И туда относили вот чтение литературы, которая не приносит знания, а наоборот рождают в человеке страсть, рождают злобу, гнев. Вот, и вот такие даже фильмы, которые к этому относятся, вот, к этому негативному действию. Но что делать людям, которые называют себя буддистами и в то же время не могут пропускать мировые первенства по футболу? Смотреть ли матчи? Ну, они смотрят, при этом получают какое-то удовлетворение. Но это ведь мирской путь мирянина. Мы часто, когда рассматриваем путь более относящийся к монаху, который вот от всего отсекаясь от привязанности, вот это аскетизм все входит. И пытаемся путь монаха исповедовать, скажем так, применять в жизни мирянина-буддиста, что не совсем есть верно. Это разные немного пути, и они перекрещиваются, когда пытаются то, что может к недопониманию привести. Чем выше человек развит, интеллектуально развит, в этом случае для него ставятся уже другие какие-то ценности. Поэтому
важность для буддиста именно развиваться, а не оставаться на том месте. И тогда для него будет понятно, что наиболее важно. Либо прочитать книгу, или же сделать какое-то добро, или же просто просмотреть пример Либо. Отлично. Ну что ж, спасибо, Родион Лама, ВРТ. БРТ.